Взаимодействие с международными неправительственными организациями и агентствами ООН – главная тема прошедшей онлайн-встречи главы МИД Инала Ардземба с представителями органов госвласти и экспертами из дружественных стран. Инал Ардземба рассказал, что 6 ноября прошло заседание Общественного совета при МИД, и существенная часть участников согласились с актуальностью разработки новых подходов во взаимодействии с международными НПО. Он добавил, что также состоялась встреча с представителями неправительственных организаций и агентств ООН. Хочу сказать, что только что, буквально перед тем, как мы с вами встретились, у нас прошло совещание с представителями МНПО и агентств ООН. Правда, обращаю внимание на то, что значительная часть представителей агентств ООН, к сожалению, проигнорировали в очередной раз наше совещание. Конечно, мы это воспринимаем как подтверждение непрозрачной деятельности и попытки сокрытия той или иной информации. Я приведу в дальнейшем некоторые примеры, которые только лишь подтверждают ситуацию, которая у нас складывается во взаимодействии с данными структурами. При этом отдельные структуры, мы сегодня это обсуждали, реализуют действительно важные проекты, мы это понимаем, и надеемся на то, что благородные проекты останутся благородными и гуманитарными и не будут переходить в политическую плоскость. По словам Инала Ардземба, часть анкет, которая подается в МИД от неправительственных организаций, содержит размытую информацию и отличается от практической реализации проектов МНПО. Мы, разумеется, не допустим, чтобы такая организация, как USAID, прикрываясь организацией ПРООН, реализовывала в Абхазии те или иные инициативы. Поэтому я хотел бы прежде всего зафиксировать важность подачи Министерства иностранных дел Республики Абхазия правдивой и объективной информации и обеспечения необходимого уровня прозрачности деятельности этих организаций. Мы этим в ближайшее время займемся. Также Инал Ардземба рассказал, что на официальном сайте Агентства США по международному развитию USAID, которое действует в Абхазии через организацию ПРООН, опубликована информация о проектах, реализуемых в республике, и, по словам главы МИД, нацеленных на противодействие пагубному влиянию Кремля и восстановление территориальной целостности Грузии. Хочу обратить внимание ваши, уважаемые коллеги, и наших сограждан, что в этой анкете были указаны предельно размытые формулировки целей и задач этого проекта. При этом в ходе практической реализации этого проекта были выявлены попытки создания диалоговых площадок в онлайн, офлайн форматах с целью установления прямого контакта между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии. И на самом деле эта информация подтверждается на официальном сайте той самой организации USAID, Агентство США по международному развитию. Уважаемые друзья, я хочу вам процитировать официальный текст, который опубликован на сайте Агентства США по международному развитию. И этот текст касается конкретно проекта партнерства для устойчивости, который реализуется на территории нашей с вами Родины. Итак, перевод с английского. Программа USAID «Партнерство для устойчивости» является флагманской инициативой, направленной на решение ключевой проблемы в Грузии. Создание широких возможностей для взаимодействия между людьми, живущими по разные стороны административной линии, отделяющей Абхазию от остальной части Грузии. В партнерстве с USAID ПРООН оказывает критическую важную помощь оккупированной Россией Абхазии, включая экстренную помощь для спасения жизни и для борьбы с COVID-19, и уделяет особое внимание развитию трансграничных связей, особенно экономических связей. USAID создал программу совместно с местными неправительственными организациями, имеется в виду наши абхазские местные, партнерами правительства Грузии и организациями ООН, имеющими подтвержденный опыт и доступ в оккупированной Россией Абхазию. Итоговая программа реализуется ПРООН, ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и структурой ООН «Женщины» для содействия прочным социальным, профессиональным и экономическим связям между отдельными людьми и сообществами по обе стороны административной границы. Глава МИД заявил, что на данный момент готовится указ президента, который определит новые подходы к взаимодействию с ММПО и агентствами ООН. В самое ближайшее время выйдет указ президента Абхазии, и этот указ будет вносить изменения в действующее положение, которое регулирует деятельность
международных неправительственных организаций и агентств ООН, самая главная цель этих изменений – это повышение прозрачности деятельности, обеспечение нашего суверенитета и купирование попыток вмешательства в наши внутренние дела. Во встрече также приняли участие представители дружественных стран. Так, министр иностранных дел Южной Осетии в своем обращении отметил, что тематика деятельности неправительственных организаций, в особенности западных НПО, особенно важна. Сегодня страны Европейского Союза и страны англосаксонского мира во главе США по возможности расширяют свои инструменты воздействия на другие страны, соседние регионы, международные организации, международное сообщество в целом. При этом используются самые изощренные современные технологии. Особую роль в этом отводится американской организации, так называемому агентству США по международному развитию, которое весьма активно присутствует практически во всех регионах мира. Особенно деструктивная деятельность для небольших стран, таких как Абхазия, Южная Осетия и других. Уважаемые друзья, в этой связи для нас всех крайне важен поиск путей противодействия тем вызовам и угрозам, которые несут эти неправительственные организации. Как представляется, необходимы существенные усилия для сохранения наших традиционных культурных ценностей. Также отдельное обращение в МИД Абхазии направил министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада. По его словам, в Латинской Америке ведется долгая борьба против политики вмешательства во внутренние и внешние дела государства. Конституция Никарагуа подчеркивает, что обязанность каждого никарагуанца защищать и сохранять независимость, суверенитет и самоопределение страны. Западные державы нарушают эти принципы и цели международного права, потому что их цель – нападать, колонизировать и захватить природные ресурсы стран, навязывая односторонний гегемонизм, который сегодня находится в состоянии упадка. Во встрече также принял участие полномочный представитель Абхазии в Приднестровской Молдавской Республике Александр Ватаман. В систему мониторинга и контроля деятельности НКО входят МГБ, МИД, Минюст, банки, а также Координационный совет по технической и гуманитарной помощи, который состоит из представителей исполнительной и законодательной власти. Перед тем, как приступить к реализации проекта, Приднестровская НКО может обратиться в Координационный совет, который принимает решение о целесообразности реализации данного проекта и выдает соответствующий сертификат, позволяющий получить льготу на ряд налогов и реализовать свой проект на территории ПМР в более полном объеме. Можно отметить, что около 10% предлагаемых проектов признаются Советом нецелесообразными. В свою очередь, посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Али Мухаммад рассказал, что после начала войны в 2011 году и выявления нарушений со стороны международных неправительственных организаций, правительство Сирии решило прекратить действия многих организаций. На сегодняшний день работают многие организации, и так как Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, которые они реализуют свою деятельность путем координации с исполнительными министерствами. И также на сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике работают многие неправительственные местные организации, которые играют важную роль в предоставлении поддержку и гуманитар народу Сирии и в развитии многих гуманитарных проектов в Сирии. Также во встрече принял участие главный редактор московской редакции Альфа Ньюс Айк Халатян, который рассказал о деятельности неправительственных организаций в Армении. В случае с Арменией надо отметить, если коротко, да? Очень много НКО различных по разным направлениям и источникам финансирования. Это от государственных фондов, USAID, европейские фонды, до негосударственных фондов, которые, но при этом очень сильно ставящиеся перед этими НКО задачи не отличаются. Да? И мы видим, что благодаря многолетней работе этих фондов удалось воспитать такую плеяду людей, которые, некоторые из них, кстати, сейчас представляют действующие власти, для которых указания из каких-либо иностранных центров силы, столиц более важны, чем интересы своей собственной страны. И мы это очень наглядно вот сейчас в Армении видим.
В завершении встречи Инал Ардземба отметил, что в ближайшее время будет обнародован новый комплекс мер, который определит взаимодействие с отдельными международными структурами. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.